Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 13 марта в нашей истории. 13 марта 1853 года специальным приказом владетельного князя Мигрелии Додиани запрещалось безбилетным крестьянам свободно переходить из Мигрелии в Абхазию с целью остаться на постоянное жительство. Однако с ликвидацией Абхазского княжества в 1864 году и с упразднением крепостнического строя в Мигрелии в 1865 году изменилась ситуация, связанная с иммиграцией мигрельского населения в Абхазию. В частности, после депортации большей части абхазов в Османскую Турцию переселение мигрелов в Абхазию активизировалось. 13 марта 1942 года была закрыта Сухумская абхазская средняя школа имени Нестора Лакоба. 13 марта 1945 года Бюро Абхазского обкома партии приняло постановление под номером 247 о мероприятиях по улучшению качества учебно-воспитательной работы в школах Абхазии. Началась реорганизация абхазских школ с переводом обучения на грузинский язык. Данное постановление фактически уничтожало Абхазскую национальную школу. Историк Зураб Анчабадзе в своей монографии «Очерк этнической истории абхазского народа» отметил, в конце 40-х, начале 50-х годов Берия и его подручные проводили в Абхазии великодержавно-шовинистическую политику. 13 марта 2003 года спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам грузино-абхазского урегулирования Валерий Лощинин и премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия обсудили конкретные аспекты урегулирования грузино-абхазского конфликта. Гагулия подтвердил принципиальную готовность абхазской стороны к поиску взаимоприемлемых развязок в деле возобновления сквозного железнодорожного сообщения Сочи-Тбилиси, модернизации Ингур-ГЭС, осуществления других совместных проектов в экономической сфере. 13 марта 2004 года в Абхазии вышла в свет газета «Новый день», учредитель периодического издания «Гуманитарный фонд Абхазия-Германия». Нашу газету отличает своеобразная ироничная интонация, художественное нестандартное оформление, отмечалось в обращении редакции к читателю. Редактор абхазской версии Аслан Авицба, русской Сергей Арутюнов. 13 марта 2004 года депутаты Народного собрания парламента Абхазии приняли решение о продлении срока действия порядка приобретения гражданами Абхазии гражданства России до 1 января 2005 года. 13 марта 2004 года в Абхазии прошли третьи по счету выборы в органы местного самоуправления. Свои кандидатуры в городские, районные и сельские собрания выдвинули 243 человека. Параллельно с выборами в органы местного самоуправления в Абхазии прошли и досрочные выборы президента Российской Федерации. 13 марта 2008 года Совет Госдумы России провел парламентские слушания на тему о состоянии урегулирования конфликтов на территории СНГ и обращениях к Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики. В результате парламентских слушаний депутаты рекомендовали правительству рассмотреть возможность открытия российских миссий в Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии. В любом случае ситуация с Южной Осетией и Абхазией в ближайшее время будет меняться. Опять говорю это, подчеркивая, что никто на эту минуту не говорит о немедленном признании независимости этих государств. Но есть много форм поддержки, много форм взаимодействия, которые, я надеюсь, будут приняты федеральными ведомствами после прохождения данных парламентских слушаний. 13 марта 1858 года родился Алексей Другов, 4-й епископ Сухумский. Высочайше назначен епископом Сухумским в 1893 году. При нем строились новые, ремонтировались старые церкви, открывались церковно-приходские школы. 13 марта 1904 года родился Ио Когония, классик абхазской поэзии. Ио Когония впервые на основе устного народного творчества создал 8 великолепных поэм, вошедших в золотой фонд абхазской художественной литературы. Особо выделяются поэмы «Хмыч-охотник», «Абата Абислан», «Навиим Зауч», «Сусхан Ачба» и «Сыновья жена Абислана». Из-за тяжелой болезни поэт рано ушел из жизни, совсем молодым, ему было всего 24. При жизни вышла его книга «Поэмы. Старинные рассказы» в 1925 году.
Сасабду сапхи гулуб сымияша пхайгоу, сасаздыру свизфисыму, сбыздархазвит фгедара, сасапсу, сасвы цаком, сасазбду апсанра. 13 марта 1938 года родился Николай Квициния, писатель-публицист. С начала 60-х годов работал диктором Абхазского радио, затем главным редактором журнала «Алашара», председателем Союза писателей Абхазии. Николай Квициния – автор более 20 сборников стихов, поэм, рассказов, повестей, романов, афоризмов. Им переведены на абхазский язык стихи и поэмы Лермонтова, Некрасова, Есенина, Блока и многих других. Сыш хошло потерпол, сябдучей, ультрабдучей, а ных ехамо серпол, сера сябсу, и сошел съешел, сера отхезезеге, сюзеру, и он абсвежларцейду, а поэт ашхуль, а царой, а важларат ущую, Дермит, Ясефипа, Улия. Ашхой чедук вахаму бхареха. Хара ани ханефа гуло, ханеба бо. Ашарах чуа дой зерге, зегегоб убри хахот. Яхиюко хашхой ча ирехау ирхошан шахита. Убуси бшико ашхой ча камлар дара илаква ами хашхой кахан зензе нукала. Дара иракарартуй. Баграт шинк бадара дракарартуй там епсам. Усагунга Баграт ядкис иқова гылар Баграт ицег диштерхой яхад злак вадзис диштерхой қалот. Убри баси бшиқова пеп шамазару бхарах литература. 13 марта 1949 года родился Вячеслав Эшба, герой Абхазии, генерал-лейтенант. Выпускник Ленинградской академии гражданской авиации. Имеет 9 Як-52 и вертолет Ми-8. Выполнял полеты по доставке оружия и боеприпасов на Восточный фронт, а также боевые полеты по уничтожению живой силы и техники противника. Вячеслав Эшба был командующим военно-воздушными силами и министром обороны Абхазии. С 2009 года генеральный директор Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. В принципе, мы были подготовлены профессионально. Наш отряд, в основном из абхазов, потом и другие национальности к нам присоединились. А силы как? Я считаю, что люди, которые занимались всю жизнь этим делом, имели уже большой налет, нам это не трудно было. А я хочу спросить, откуда брались силы люди, которые, в принципе, даже некоторые в армии не служили, подняли оружие, пошли и проявили массовый героизм и защитили нашу Родину. Я считаю, что, конечно, нелегко в небе, но самое тяжелое это, конечно, на земле. 13 марта 1950 года родился Закан Нанба, кавалер ордена Леона, генерал-майор. Выпускник Высшей школы милиции, с первых дней Отечественной войны народа Абхазии участвовал в мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях. Был командиром батальона, начальником штаба 1-й бригады. В послевоенный период командовал центральной группой войск Министерства обороны, работал в центральном аппарате генерального штаба и представителем Минобороны на четырехсторонних встречах в Гале. С 2001 года был заместителем начальника Генштаба, затем первым заместителем министра обороны, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Абхазия. Участвовал в антитеррористической операции 2001 года в Кадорском ущелье в должности командира Южной группы войск, а также в освобождении Кадорского ущелья в августе 2008 года. С 2011 года работает военным советником президента Республики Абхазия. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 13 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2009 году. Это плюс 15 градусов. Самая же низкая температура в 2011 году – 4 градуса. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.